26 километров, 4 полосы, более 80 единиц техники и более 100 специалистов-дорожников сразу на нескольких участках. Увидеть масштабную реконструкцию федеральной автодороги «Кавказ», так сказать, изнутри, и познакомиться со всеми техническими моментами. Такая возможность сегодня представилась федеральным и региональным журналистам. Росавтодор устроил пресс-тур по ФАТ «Кавказ». Репортаж Жаридат Халухоевой. Многие уверены, что процесс строительства дорог начинается и заканчивается непосредственно на трассе. На самом деле все не так просто. И физический труд – это только составляющая целого фронта работ. Важную роль играет правильный расчет земли в целом и ее отдельных частей. Этим, как правило, занимается геодезист. При помощи электронного оборудования он делает экспертизу, которая позволяет контролировать уровень просадки и деформации дорожного полотна. Лет 50 назад это был бы огромный, допустим, метров 5 на 5 лист бумаги, на котором люди чертили карандашом все это линейкой и специальными транспортирами. Вот так это все делалось лет 50 назад. А сейчас просто в прибор отметки загоняются, на компьютере все это высчитывается, считает все программы, мы просто приезжаем и разбиваем то, что она дает, координат, которые она выдает. Всего на протяженности трассы работают 7 бригад. Пока одни устанавливают отбойник по всей дороге, бурильщики ставят сваи для будущей эстакады. Специализированная техника просто впечатляет своими размерами и мощностью. Она может пробурить до 40 метров земли вглубь. Мы хоть и не дошли так глубоко, но тоже внесли свой вклад в строительстве будущей автодороги. Да. Это будет являться основанием под будущую развязку под мост. Здесь будет 4 съезда и мост федеральной трассы. Значит, сначала мы разрабатываем грунт, потом монтируем туда каркас и заливаем все это бетоном марки Б-25. Бетон хороший, грунты, правда, здесь, конечно, сложные, но ничего, мы в принципе, совсем справляемся. Глубина здесь 15 метров получается. От 15 до 10. То есть здесь идет несколько перепадов за счет того, что мост будет от нуля подниматься до где-то 15-17 метров вверх. В рамках проекта дорожники построят 4 надземных перехода и 5 автопавильонов, а также 8 километров шумозащитных экранов. Обо всем этом главе субъекта, который также принял участие в туре, рассказал представитель Росавтодора. По плану у нас заложен, значит, устраиваются подпорные стены. Под развязку. Да. Не будет в этом году развязка? Сама развязка у нас в этом году процентов 90 готовность будет. Почему мы не можем полностью развязку? Мы будем, у нас какие развязки будут готовы вообще? У нас, значит, в этом году у нас планируется закончить развязку МАГАЗ и ИКАЖ. Если ИКАЖ у нас не будет там тормозить, выкуп. В чертежах трудно не запутаться. Здесь изображены все детали строительства. Для распределения транспортных потоков строятся 3 развязки разных уровней. По устройству буронабивных свай и ростверков под дальнейшее устройство путепроводов. Аналогичные работы ведутся в районе же, значит, 60-го пикета. Это, как называется, Икажевский круг. И работы производятся на пикете 211, это в районе развязки Карабулак. На остальных участках производятся линейные виды работ. Здесь пока у нас сосредоточено. Реконструкцию трассы начали еще в июле прошлого года. За это время проделан большой фронт работ. После эксплуатации трасса «Кавказ» существенно разгрузится. И это, пожалуй, главная задача. Ну а следующей остановкой пресс-тура стало древнее городище, обнаруженное в селении Гамурзиево. Именно здесь в рамках раскопок археологами был найден скелет женщины с деформированным черепом и удлиненной шеей, а также ряд исторически ценных находок. Открыли систему ирригации. Сказать точное время ее создания мы пока еще не можем, потому что вскрыта только незначительная часть территории. Но надеемся, что по мере того, как раскопки будут продолжены, мы получим ответ на вопрос о том, когда на территории Древней Ингушетии была создана ирригационная система, которая снабжала питьевой водой жителей такого огромного поселка, каким является Гамурзиевское городище. Человеческие останки, кости диких и домашних животных, керамика, наконечники стрел и женские украшения, относящиеся по предварительным данным к бронзовому веку. Также на месте старого городища прослеживаются необычные следы обожженной глины. Ценные открытия, найти которые удалось и гостям, которые примерили на себя роль археологов. Смотрите, что я нашел! Смотрите, я нашел кусок керамики.
Найти останки керамики смог и Андрей Прокопенко, корреспондент новостного портала КНВ. Он сохранит воспоминания об этом путешествии надолго. Очень интересный опыт. Мы постараемся его передать в виде статей. Надеемся, это будет интересно. И огромное спасибо Роспордору. Не раз был в Чечне, тоже с пресс-турами. Ингушетия – это отдельный мир. Очень интересно. Тем более тут прикоснуться сейчас к 4000 лет истории. Это классно. Сегодня самая главная часть пресс-тура – это показать журналистам, показать, как работают дорожники, в каких нелегких условиях им приходится трудиться. То есть каждый из журналистов попробовал рулить буровой установкой. Сейчас мы присутствуем на месте раскопок. Сейчас будет представлена возможность побывать, стать такими археологами, так сказать, порулить техникой и понять, насколько действительно серьезный труд дорожников федеральных вкладывается в эту реконструкцию. Немного окунуться в прошлое, поучаствовать в создании будущего, удовольствие, которое доставило это путешествие. Получить его вместе со всеми смогла и наша съемочная группа. Шарадат Хулухоева, Ахмед Гандаров, Магомед Шаухалов. Новости 24.